Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Мирнинском районе осудили врача городской больницы, обвиняемые в целом ряде коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. В апреле этого года врач по просьбе своего знакомого оформил жителю поселка Айхал листок нетрудоспособности, внеся в него и в амбулаторную карту фиктивные сведения об имеющемся у него заболевании, получив за это 15 тысяч рублей. Кроме этого, через месяц, в мае, по просьбе своей знакомой, она оформила листок нетрудоспособности для ее бывшего супруга, также внеся в него и в амбулаторную карту фиктивные сведения об имеющемся заболевании. Суд признал женщину виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей. И снова медицина. 3 медицинские компании Якутии подозреваются в картельном сговоре в более 140 торгах на поставку медикаментов, сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по республике. Отмечается, что в 2016-2018 годах, заключив антиконкурентное соглашение, компании и предприниматели участвовали в более чем 140 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные медучреждения Якутии. В сообщении говорится, что при участии в торгах организации использовали общую модель поведения, которая была заранее известна каждой компании и которая была обусловлена наличием антиконкурентного соглашения, что преднамеренно исключило конкуренцию и привело к поддержанию цен на закупках. За сутки в городе Нерюнгри 2 жителей стали жертвами мобильных мошенников. 41-летняя женщина лишилась около 36 тысяч рублей, а 37-летний мужчина более 40 тысяч. Женщине позвонили якобы со службы клиентской поддержки банка и попросили подтвердить информацию о том, что с ее счета в данный момент совершается платеж на сумму 5 тысяч рублей. Женщина не подтвердила данный запрос, и тогда ее якобы переключили в финансовый отдел. Там продолжился разговор с другим сотрудником банка. При этом жительница Нерюнгри заявила собеседнику, что отказывается называть пароли, так как подозревает, что к ней звонят мошенники. С того конца провода ее успокоили и объяснили, что сообщать никакие коды им нет необходимости. Она должна их продиктовать в режиме голосового сообщения роботу. Конечно же, роботам больше доверия, решила женщина, и продиктовала ему всю конфиденциальную информацию, а затем, позвонив на реальный номер 900, подтвердила всю операцию. Таким образом, с 2 ее банковских карт мошенники похитили около 36 тысяч рублей. Мужчине также позвонили с банка и поинтересовались, подавал ли он заявку на кредит. И между делом поинтересовались, в каком банке он обслуживается. Житель Нерюнгри заявил любопытствующим, что знает о подобных схемах мошенничества и ни за что не поведется на развод. На том конце провода образовалась короткая пауза, а затем у него спросили, не хочет ли он узнать, кто оформил под его именем кредит. Мужчина, отбросив все подозрения, согласился. Для этого, по указаниям мошенников, он установил приложение, при помощи которого мошенники подключились к его телефону. Затем он установил банковское приложение и, следуя их инструкциям, перевел на счета мошенников более 40 тысяч рублей. Не менее 21 человека стали жертвами аварии в Гватемале, когда пассажирский автобус столкнулся с фурой. Подробности в следующем материале, рассказывает Татьяна Гамозова. В Гватемале в результате столкновения пассажирского автобуса с фурой погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, среди них 7-летний мальчик. Об этом сообщили врачи и спасатели, работающие на месте аварии. ДТП произошло в районе города Гуалан на Атлантическом побережье страны. Обстоятельства столкновения выясняются. По предварительным данным, грузовик шел с превышением скорости и врезался сзади в автобус, когда тот входил в поворот. Избранный президент Гватемалы Алехандро Джаматеи, который вступит в должность в январе, выразил глубокие сожаления в связи с гибелью людей. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.